Легенды советского автопрома ослепляют своим блеском прохожих. К автопробегу Победы свою белую ласточку Ваха Лалахоев вместе с супругой подготовил так, что в машине можно разглядеть свое отражение, как в зеркале. «Волга» 66-го года не претерпела каких-либо значимых изменений. Многое в ней сохранилось в заводском состоянии. Своим раритетным железным конем Ваха Ахмедович очень гордится. Считает, что быть в колонии ретро-автомобилей в честь Великой Победы – его обязанность. Маленькие дети, вот так. Посигналишь, можно стать фотографией. Я говорю, идите, садитесь в машину, фотографирую. Очень много. Девушки говорят, как бы на свадьбу невесты. Ностальгия по этой машине. То есть я обрадовался, сам добровольно сказал, вперед, куда хоть день и ночь буду кататься с этим флагом, чтобы дети видели. Спросят же, что это обозначает. Вот ты что? Война была, 4 года, миллионы людей умерло. А вот красавица Победа 1957 года. Ее 5 лет назад из столицы нашей Родины пригнал Куреш Яндиев, который в детстве ездил с отцом на таком же авто и мечтал крутить баранку ретро-машины. Скоро все сядут за руль своих железных коней. До старта автопробега остаются считанные секунды. Возглавит колонну, как и положено, Победа. Следом за ней поедет другая легенда советского автопрома «Волга» 66 года. Поехали! Половина пути уже пройдена, жители встречают колонну с радостью, автомобили сигналят, люди машут, снимают на видео. В общем, все идет благополучно. Ретро-автомобили не могут не вызывать восхищения, но только содержать такой раритет – занятие не из дешевых. Запчасти приходится искать по всей стране, и стоимость их, конечно, даже не идет в сравнении с деталями для современных авто. Вот этот руль, колонка, 150 тысяч человек. Вот этот олень 25 тысяч. Ну, все дорогое, потому что это ретро. Сейчас мы подъезжаем к Назрани. Здесь к нам присоединяется еще несколько ретро-автомобилей. Среди участников автопробега есть и боец СВО. Руслан Галаев только недавно вернулся из зоны боевых столкновений на Херсонском направлении и, не раздумывая, отправился снова в путь в колонне Великой Победы. Это значимое мероприятие, это наша история, мы не должны ее забывать. С 2022 года мы участвуем в специальной военной операции, помогаем нашим бойцам на всех направлениях. Это ДНР, ЛНР, Запорожская область. Также вот с «Единой Россией» мы совместно также доставляем гуманитарный груз. Вот колонна проезжает Аланские ворота на въезде в Магаз. В столице Ингушетии участников автопробега встречает глава республики Махмуд Али Калиматов. Он оценил ретро-транспорт и поддержал напутственным словом всероссийскую акцию, посвященную 80-летию Великой Победы. Пусть это будет в память тем погибшим. 80-летие праздник скоро у нас идет. Наших дедов, предков, которые дают нам право вот так вот жить, процветать. Но и ради них вот это вот пробег сделайте, это будет очень важно. Автопробег Победы стал ярким событием для всех, кто был его очевидцем. Сложно представить, какие чувства испытывали те, кто стал очевидцем долгожданной для всего нашего народа Великой Победы в 45-м. Ее ковала вся страна. И вся страна должна гордиться и помнить подвиг солдата, который не жалел своей жизни в борьбе с фашизмом. Анастасия Шишина, Султан Бугучев, Магаз 24.